Добровольческое движение за свободу и независимость Абхазии – это еще одно доказательство того, что одно из самых достойных движений человечества еще живо. В День добровольцев в Абхазию приехали ветераны из Чечни, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Южной Осетии, Адыгеи, представители казачества, добровольцы из Турции. Как обычно, в этот день многолюдный у памятника добровольцам в Гудауте, рядом со зданием, где в годы войны размещался штаб Конфедерации горских народов Кавказа. После возложения цветов к памятнику добровольцам состоялся митинг. Как отметил президент Рауль Хаджимба, добровольцы в Отечественной войне народа Абхазии подняли боевой дух абхазских воинов. Уже во второй день после начала войны первый отряд добровольцев, возглавляемый султаном Сосналиевым, прорвался в Абхазию на помощь к своим братьям. Защищать свой дом – это обязанность каждого мужчины. Но прийти на защиту чужой родины, отстаивая справедливость, высшая степень человечности и смелости. Благодаря вашей поддержке нам удалось остановить врага, вернуть нашей Абсны свободу и независимость, восстановить справедливость. В первые же дни войны наши братья с Северного Кавказа, России и стран дальнего зарубежья стали рядом и до последних дней сражались плечом к плечу вместе с многонациональным народом Абхазии, отстаивая свободу нашей Родины. Сегодня многим трудно понять, что вело тогда молодых людей сюда, в пылающую Абхазию, что побудило их протянуть абхазам руку помощи и предотвратить истребление нашего народа. Это был порыв души и сердца сынов Кавказа. Они ехали сюда за победой и добились ее вместе с народом Абхазии. Из числа добровольцев, защищавших Абхазию от агрессора, сотни человек удостоены высших государственных наград Республики Абхазия. В их числе и доброволец из Чечни Вахид Каримов. Война интересна, если враг в количестве происходит тебе больше, когда враг, тем интереснее война. Так и было. Но дух победил. Дух победил, и думаю, что и в дальнейшем в том же духе мы и останемся такими же. Мы когда приехали, в первую очередь мы смотрели не в ту сторону, где враг находится, а в ту сторону, где находится Абхазия. Сколько же их? Сколько же среди них готовы сложить жизни за свою родину. Их было, те, которые были, один человек, можно сказать, заменял 100 человек. Были такие ребята. Они, иначе не могло быть. Абхазы всегда были воинами, героями. И каждый абхаз, он этого доказывал, что он действительно воин и герой. Мы помогали, не жалея сил, жизни. Это для нас, это, можно сказать, была честь помочь абхазам. Помогали, если надо будет, и поможем дальше. Я за Абхазию, за абхазский народ. Абхазы для меня это те же братья, что и чеченцы. Массовая поддержка абхазов народами Кавказа свидетельствует о братских взаимоотношениях и исторической памяти, подчеркнул в своем выступлении президент Конфедерации горских народов Кавказа Муса Шанибов. Приношу искреннюю благодарность за то, что это мероприятие в такую жаркую, тяжелую погоду все-таки состоится.
Дело в том, что пока это мероприятие длится, пока эти меры проводятся, пока этот праздник празднуется нашими народами, то, чего нас лишали в течение длительного времени, то, чего опасались, например, наше братское чувство взаимопомощи, взаимной поддержки друг друга, вот то, что нас лишали в течение длительного времени, те, которые были врагами Кавказа и прибирали Кавказ к рукам, мы как раз это нарушили и восстановили. Подвиг добровольцев бессмертен. Мы живем в быстро меняющемся мире. В мире, который раздирают этнические и межконфессиональные разногласия, в мире размытых ценностей. Тем важнее понять, оценить, довести до подрастающего и будущих поколений феномен добровольческого движения Абхазии. Доброволец из Чечни Гилани Хабибулаев – один из основателей общественной организации Союза абхазских добровольцев Чеченской Республики. Перед началом Отечественной войны народа Абхазии Гилани только демобилизовался из армии, и когда встал вопрос между учебой в университете и вступлением в ряды добровольцев, он выбрал последнее. 24 числа мы уже тоже через перевал пришли в Абхазию. И в дальнейшем многие помнят это время, но я хотел бы отметить еще одну знаменательную дату, к чему это привело. Это в итоге привело к тому, что 26 ноября 1994 года была принята Конституция Республики Абхазия. Это был итог окончания войны. Как говорил наш Ахмад Хаджи Кадыров, это означает паспорт государства. Он нам так объяснял. Я думаю, абхазам это тоже применимо. И какая же встреча без традиционных танцев? Свое мастерство в исполнении танцев народов Кавказа добровольцы продемонстрировали здесь же, на радость всем присутствующим. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.